Добрый день, уважаемые друзья, уважаемый Михаил Ефимович, Степан Анатольевич, Ольга Семеновна. Очень ответственно выступать после Михаила Ефимовича. Прямо я считаю, что очень даже как-то волнительно мне стало выступать после глубоко уважаемого Михаила Ефимовича. Действительно, Михаил Ефимович очень правильные слова сказал. Я бы хотел сказать, что вспоминая 2012 год, свое участие в игре «Министр», это апрель 2012 года было, тогда в 2012 году мы очень дерзкие мысли озвучивали. Тогда я считаю, что наша команда «Зеленых» была не до конца понята. Наши мысли, я думаю, что они опережали время. И я хочу сказать, что многое из того, что было сказано в 2012 году, реализовалось именно сейчас. Да, и это говорит о том, что надо мечтать. Надо мечтать и смело идти к реализации этой мечты. Я хочу сказать, что в 2012 году мы как раз озвучивали идею того, что надо заниматься цифровизацией, нужен быстрый интернет, нужно строить в Якутске IT-парк. И IT-парк мы реализовали только через 6 лет, в декабре 2018 года. Это говорит о том, что нужно еще помимо желаний и мечты, нужно иметь и терпение и мотивацию, и, конечно, команду. Я считаю, что конкурс «Таланты Якутии» один из важных конкурсов в республике, потому что он как раз направлен на развитие человеческого капитала. А по сути, человеческий капитал – это главный капитал, которым обладает наша республика. Это не только природные богатства, да, и не сколько. Именно люди. Люди – самый важный фактор развития региона и всей страны. И в нашей стратегии, которая утверждена в республике 2032, если коротко ее описать тремя словами, это богатый и счастливый человек. Поэтому все те идеи, которые будут озвучены во время программы, я считаю, что надо быть максимально амбициозным, максимально, скажем так, не ограничивать себя в мечтах, потому что именно мечты управляют нашей жизнью. Михаил Ефимович правильно сказал по поводу пандемии. Пандемия изменила мир. Мир уже не будет прежним. Мы даже конкурс «Таланты Якутии» сейчас проводим в Zoom. Да, и мы уже к этому привыкли. Буквально за полгода для нас это стало нормой. Мы обучаемся удаленно, работаем удаленно. Поэтому что будет дальше, жизнь покажет, и очень важно, чтобы мы в этом быстро меняющем мире не потеряли свои главные ценности, главные ориентиры. Как раз Михаил Ефимович сегодня сказал о том, что надо поднимать уровень жизни населения. Действительно, мы буквально за несколько лет подключили около 270 населенных пунктов к быстрому интернету. Недавно открывали интернет в Оленьке. В Оленьке во всем Оленевском районе 4000 человек, а мы туда через Верхнюю Муну 350 километров, используя новые технологии. Технологии, использованные представительством ВОЛС в Оленек, две такие технологии существуют в мире. Одна из них у нас в Якутии, которая позволяла сигнал пробивать без усиления, то есть усиляла сигнал на расстоянии 170 километров. И мы почему это строим, почему мы реализуем эти проекты, несмотря на то, что там малое количество населения, потому что для них, в отличие от жителей города Якутска или Москвы, интернет – это единственная возможность вообще реализовывать свои возможности. То есть это может быть и услуги различные, это может быть телемедицина, это образование и прочее. Сейчас мы идем дальше в Соскалах до Юрюм-Хаи, да, пойдем до Черского, то есть недавно открыли ВОЛС в Аймиконе, тащим его через Мому, Зырянка и пойдем дальше. И
Когда 2 года назад я стал министром вот, инноваций цифрового развития, я этот проект показывал министру цифрового развития России Тоскову. Все громко смеялись, что я хочу всю Арктику закрыть быстрым интернетом, но сейчас это уже никто не смеется, это уже как данность, и мы уже с федералами разговариваем это уже на постоянной основе, потому что интернет это, как сказать, мир сделал регионы разными, интернет уравнял наши шансы. Я всегда радуюсь и говорю, что мы на 6 часов раньше стоим, чем Москва. Это наше конкурентное преимущество. Пока Москва спит, мы можем сделать игру или выпустить, не знаю, какое-то приложение и заработать уже $1 миллион, пока Москва спит. Вот, поэтому еще раз поздравляю всех, кто вышел в финал. Это только начало, я так понимаю, впереди год работы. Я хочу сказать, что вот за то время, которое прошло с момента моей игры, я хочу сказать, что самое главное, это, конечно, как сказал Михаил Ефимович, это главное любить свое дело, любить свою работу, любить свою семью, своих близких, свой народ. Да, это самая главная мотивация, я считаю. Поэтому организаторам всем спасибо огромное. Ну и я думаю, что будем вместе реализовывать наши планы и мечты. Спасибо.